Сегодня я хотел бы обратить в это вербное воскресенье на одну только такую вещь, которую сегодня вот видно в этой Евангелии, которую мы сейчас прочитали. И потом уже после читания второго мы будем читать длинную версию Меньки Паньской. И там есть одна такая вещь, которая она поможет нам, наверное, войти в этот Великий Тыдень, а именно на одежду. Нужно вернуться в книге Бытия, самое первое, до раю, когда Адам с Евой согрешили, то Адам с Евой сразу сделали какое-то, как пишется, из листьев прикрытие, чтобы прикрыть свое нагое тело. Но до греха у них не было понятия вот этого стыда. Нам, людям, конечно, это тяжело понять, потому что мы уже давным-давно живем в другом измерении греха первородного. Но все же нужно рассматривать одежду не как одежду, там, пальто, куртку, шапку, а как форму, за которой что-то есть, а есть именно какой-то грех. И сегодня первая одежда, которая прямо бросается в глаза, когда Иисус въезжал в Иерусалим, то не только пальмочки, эти вербочки бросали ему под ноги, больше так клали под ноги вот этому осляняце, этой ослице, понятно, как бы выражая свое такое прославление Иисуса как царя. Вот так всегда в Иерусалиме и в то время чествовали какого-нибудь царя, полководца, воеводы, который, возвращаясь там с какой-то битвы, войны, как победитель. И вот тогда вот эти пальмовая веточка, она как символ победы, восхищения. И люди не только вот эту веточку бросали, а бросали одежду. Одну, например, бросали под свои плащи, под ноги, вот на оселка, на котором ехал Пан Иисус, а некоторые хотели одеть на осла, на котором сидел Пан Иисус. И вот эта одежда, мы на зверствовании Паньской об этом разважали, одежда, которую бросали под ноги, за ней скрываются такие грехи, как мы говорили в притче, где Иисус рассказывает, что одно зернышко упало на такую почву, на такую землю утоптанную, где прилетели эти птицы, как символ дьявола, и просто быстро, за секунды, просто склевали эти зернышки. То есть, в принципе, зерно, если его бросишь на такую топтанную землю, можно сказать, на бетон, но оно никогда не прорастет. Невозможно, чтобы оно проросло, просто там уже настолько утоптано, настолько убито. И вот это самые страшные какие-то грехи, которые, к сожалению, мы не замечаем. А Иисус еще однажды сказал, что не бросайте жемчуга перед свиньями. То есть жемчуг – это что-то драгоценное, а мы иногда настолько к ласке Божией, к Богу относимся по-свински, так назовем, что настолько ту же самую споведь или коммунию, или Слово Божие, или молитвы трактуем вот так, как будто бросаем под ноги и сразу топчется. Топчется моя божественная натура, то, что я его сын, я его дочка. Это грехи, которые, наверное, каждый из нас должен увидеть. И Великий Чварток, особенно, конечно, Великий Пёнток, Великую Субботу, может, какие-то словесные, может, какие-то страшные такой лень Богу. То я абсолютно игнорирую Бога. Просто то, что Он мне дает, я бросаю под ноги. То, что хотели положить одежду на этого оселка, на котором Иисус, это как этот оселок, это как, скажем, такой трон. Здесь мы должны увидеть, наверное, вот такие грехи, где на моем троне, где должен быть Иисус в моей жизни, в моем сердце, где должны быть заповеди, где должна быть та же самая молитва, Слово Божие, сидит кто-то, альбо что-то. Это мое мнение, эти мои амбиции, это моя точка зрения, это мой контроль. Где в моем сердце я как бы стелю, я как бы говорю Иисусу, да, я верю. Вот выражение сегодня наших вербочек и то, что вас так много пришло в костел, как бы снаружи показано, что да, я верующий. На самом деле, внутри он действительно есть, или это просто фикция. Вторая
мы будем читать Мэньки Паньские, конечно, будем Великую Пятницу об этом особенно вспоминать, когда Иисуса уже бичевали, и потом солдаты сдерли его одежду, а надели на него какой-то пурпуровый плащ, то есть такой алый-алый, красный-красный. И одели потом терновый венец, и его высмеивали, вытыкали, унижали. Здесь, друзья, и грехи, и одновременно какие-то наши раны. Иисус это все берет, то, что я в жизни переживаю, где тебя в твоей жизни унизили. Просто сдерли с себя твое какое-то достоинство, твою оценку, твою самооценку, твою жизнь. Вытыкали, осуждали, где-то за спиной. Может, я это, к сожалению, не делал. Вот это я должен увидеть в себя. Вот это вторая, это одежда. Может, я над кем-то так делал, где вытыкаю, как мы говорим, я же про за правду говорю, я же не рассказывал какого-то обмана, но я настолько пальцем, настолько свысока, настолько со стороны, сбоку это рассказываю, умею делать и не вижу, что это мой грех. И третья одежда, вот которую, когда уже Иисуса привели на Голгофу, и в 10-м этой стации дроги чужого мы развожали, с него сняли эту одежду, и он остался полностью нагий. Вот я в этой третьей одежде вижу нашу набожность, религиозность. Одежда, которая была на Иисусе, это вот наши молитвы, коммунии, святы, ружанцы. И самый важный вопрос, вот когда они сдерли, эти солдаты, еще начали бросать там эти кости или карты, кому она достанется. Вот мы иногда так делаем, мы хвастаемся своей набожностью, что я типа верующий, но посмотреть по-честному, под твоим этим религиозностью, духовностью, побожностью есть Бог или там просто одежда, просто тоже маска какая-то. И вот я желаю себе и вам, чтобы мы так вошли в Великий Тыдень. Я уже не буду повторять заезженные мной такие советы, подсказки, там и фильм посмотреть, и в тишину сделать, Великую Пятницу особенно стараться там и телевизор не включать, не потому что там грех, не грех, там музыку послушать, нет. Можно в кавычках включить, там посмотреть, но по-особенному больше, чем обычная пятница или суббота, постараться найти тишину и побыть с Ним и поразважать, побыть на крестном пути, побыть в каждой из этих стаций дороги чужого, подумать, где я там нахожусь. Поблагодарить Бога, может, за таких Вероник в моей жизни, которые иногда просто так. Кто-то мне помог последний раз, кто-то словом, кто-то улыбкой. Поблагодарить Бога за таких Симонов в нашей жизни, которые даже сами и не знают, что они нам помогли. Тоже каким-то жестом, может материально, может морально. Но они в чем-то поддержали. Да, может, не хотят, но поддержали. И увидеть свой гроб, увидеть свою смерть, чтобы войти и не бояться. У каждого из нас он свой, но с Иисусом з мертвых встать. Аминь.